Сезон летних семинаров на базе курорта Серноводск-Кавказский начался. Накануне прошла встреча профсоюзных активистов с руководством профсоюза и Министерством образования нашего региона. Рубрика «Учитель перед именем твоим» посвящена Арсахановой Зулайхан, педагогу дополнительного образования Дома детского творчества Октябрьского района города Грозный. В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Зачем нужна новая модель аттестации? Профсоюз совместно с Миноборнауки России осуществляет работу по вопросам совершенствования элементов модели аттестации педагогических работников. Молодежи профсоюз. Стратегия будущего. Первый молодежный профсоюзный форум собрал на курорте Серноводск-Кавказский молодых работников из различных ведомств республики. 23 июля на базе курорта Серноводск-Кавказский начался очередной обучающий семинар для профсоюзного актива учреждения образования республики. В период с 23 июля по 12 августа обучением будут охвачены различные категории профсоюзных активистов. Это кураторы, уполномоченные по правозащитной работе, труду и заработной плате, по жилищно-бытовым вопросам, организационно-массовой и уставной работе, охране труда, дела молодежи и наставничества, вопросам социального партнерства и регулирования трудовых отношений, пенсионного и социального обеспечения, по культурно-массовой и оздоровительной работе. Всего 10 групп, 460 человек. Каждая группа активистов пройдет трехдневное обучение. Мы предусматриваем здесь немножко смену обстановки, предусматриваем то, что люди немножко смогут отдохнуть от своих каждодневных суетных забот. Поэтому мы уже второй раз, первый раз мы сюда заезжали в 15-16 годах. Здесь тоже были большие заезды, по 100 человек, мы обучались в семинаре. Сейчас у нас другая категория обучающихся. Мы запланировали 10 краткосрочных семинаров, то есть по 3 дня. Всего мы здесь будем находиться 21 день, и категория слушателей будет меняться через каждые 3 дня. То есть сегодня одна категория, завтра и послезавтра, потом заезжает следующая категория, и так по 10 категориям профсоюзной работы будут заезжать наши семинаристы и обучаться. В открытии семинара для кураторов, с которого и началось обучение, приняли участие председатель Чеченской республиканской организации профсоюза Хизир Герзелиев и помощник министра образования и науки Чеченской республики Абдурахман Каимов и другие. Открывая семинар, Герзелиев пожелал профсоюзному активу новых успехов, эффективности в труде, больших позитивных перемен во внутрисоюзной жизни, озвучил проблемы, стоящие перед профессиональным союзом, и обозначил задачи, на решение которых нацелен профсоюз образования. Он подчеркнул важность института кураторов в успешной организации профсоюзной деятельности первичных профсоюзных организаций. Куратор для нас был и остается одним из, так сказать, исключительно важных, так сказать, звеньев нашей структуры, который должен содействовать активизации деятельности первичных организаций. Главная ваша задача, коллеги, я еще раз хочу напомнить, чтобы у нас не осталось ни одна первичная организация, которая бы была не задействована, не вошла бы в орбиту нашей профсоюзной жизни. Вот это самый главный вопрос. Если у вас в районе, вот в Удермесе, допустим, 103 первичные организации, чтобы эти 103 первичные организации были задействованы, чтобы наши кураторы там могли в день позвонить, значит, в другой день зайти к ним, третий день их пригласить, но обязательно найти контакт, найти связь, передать им соответствующую информацию. О состоянии народного образования и перспективах его развития рассказал в своем выступлении представитель Министерства образования нашей республики. Встреча оказалась весьма плодотворной. Участники семинара задавали актуальные вопросы гостю и руководству профсоюза, а также на дискуссионной площадке обменялись опытом по вопросам работы с подшефными организациями. Мероприятие организовано на должном уровне. Представители профсоюза пригласили нас на это мероприятие, чтобы мы выступили перед слушателями и рассказали им о проблемах, которые сегодня стоят, которые имеются в системе образования. Люди внимательно слушали, люди, в общем-то, вникали в эти проблемы и задавали соответствующие вопросы. Я думаю, что это будет полезно не только для тех, кто
оказался в числе слушателей, но и для нас, которые, в общем-то, узнали мнение непосредственно из той части образовательного учреждения, которая себя позиционирует как общественность. Сегодняшний семинар, который организовал Риссовет профсоюза образования, является очень действенным инструментом в повышении квалификации уровня образования профсоюзных работников. Так как профсоюзный работник – это как посредник между работодателем и своими работниками, он должен владеть информацией. И в полной мере эту информацию мы получаем на подобных семинарах. Здесь выступления и по заработной плате, и по организационно-массовым вопросам, по уставной работе, то есть полностью исчерпывающая информация по содержанию профсоюзной работы. Профсоюзная работа что из себя представляет? Это тот стержень, через который можно подействовать на работодателя. Это улучшение качества жизни, условий труда работников школ и дошкольных образовательных учреждений. Надо отметить, что в трехдневный период пребывания в санатории для каждой группы обучающихся предусмотрены проживание и питание за счет средств Риссовета, а также будут организованы культурные программы. Уже 24 года, как Арсанова Зулихан работает в Доме детского творчества педагогом дополнительного образования. Преподает детям непростое искусство бисероплетения. Каждый день Зулихан Якубовна спешит на любимую работу к детям, чтобы отдать им частичку своих знаний. 24 года я работаю в Доме детского творчества. И вышивку вела, и бисерное пришивание. По мере потребности меняла свои направления в работе. Я очень люблю детей. Как сказал Ключевский, для того, чтобы преподавать, надо любить тех, кому преподаешь. Каждому уроку Зулихан Якубовна готовится основательно, придумывая все новые и познавательные задания для своих учеников. Чтобы на уроках учащиеся не заскучали, педагог использует творческий подход, который заключается в первую очередь в интересах детей и их пожеланиях. Сегодня на занятии мы с вами научимся плести вербену. Скажите, пожалуйста, вы знакомы с вербеной, с этим цветком? У кого-нибудь есть? Да. А это садовый цветок или полевой? Садовый. Да, правильно. Вот посмотрите, мы будем делать вот такую вербену, хотя в саду она у нас будет в грунте, а так мы ее поместим в вот такую вазу, хорошо? Зулихан Арсанова работает у меня, я ее принимала на работу 23 года назад. Как педагог, как человек, как работник, зарекомендовала себя с положительной стороны. Всегда находит общий язык, умеет красиво и тонко, творческим подходом применить свои знания, работать с детьми, находит с ними общий язык. В коллективе пользуется уважением, сумела найти контакт с людьми. Коллектив избрал ее своим председателем профсоюзной организации. Она у нас председатель профсоюза нашей организации уже более 10 лет 15, наверное, будет. Я думаю, что это в какой-то степени и доверие коллектива. Его нужно заслужить, его нужно заработать. Бисероплетение – это один из видов рукоделия. История его возникновения уходит своими корнями в глубокую старину. Этот тип рукоделия очень популярен и распространен во многих странах. История бисероплетения для детей очень интересна и многогранна. Она может послужить для них стимулом, чтобы начать заниматься этим прекрасным видом рукоделия. Зулихан Якубовна долгое время преподавала вышивание, потом она начала заниматься бисероплетением. Свои работы Зулихан Якубовна вывозила в Москву, где они занимали призовые места. Также педагог участвовал в различных республиканских конкурсах, где они также занимали почетные места. В 2014 году я стала победителем нацпроекта. В том же году я участвовала в конкурсе «Сердце отдаю детям» и тоже стала лауреатом этого конкурса. На протяжении своей трудовой деятельности в работе мне всегда помогали хорошие люди. В лице нашего директора Гарсиева Асет, очень долго действующего методиста Магомадовой Асет,
Гарсиева Пятимат. Человек не может достигать высоких результатов, работая в одиночку. После того, как мы сделаем вот такой элемент, вот такие 15 элементов нашей вербеночки, мы вот таким образом обкручиваем эти наши элементы цветов флор-лентой. После этого мы собираем все 15 штук вместе, обвязываем их проволокой и закручиваем флор-лентой. Оформляем наш цветок в вазу. И в итоге у нас получается вот такой цветочек. Главной своей задачей Зулихан Якубовна считает доведение до сознания детей, для чего нужны творческие объединения и какие плоды они дадут в будущем. Мне нравится с педагогом Зулихан Якубовна, потому что она нас учит бисероплетению. Не приходится покупать подарки, я их дарю бабушке, тете на день рождения. И также помогаю другим детям делать эти подарки для других своих родных. Мне нравится очень бисероплетение. Наш учитель Зулихан Якубовна. Бисероплетение нас развивает окружающему миру и математике. Бисероплетение очень помогает рукам. Мне оно очень нравится. Мы можем из бисера сделать многие вещи, цветочки, деревья. Оно развивает нас и учит разным делам. Мне очень нравится бисероплетение. В коллективе Дома детского творчества Зулихан Якубовна зарекомендовала себя с положительной стороны. Уметь вышивать и уметь преподавать, красиво и доходчиво, чтобы это затрагивало души детей, это совсем разные вещи. Показав себя активным членом коллектива, Зулихан Якубовна была выбрана председателем первичной профсоюзной организации. И вот уже более 15 лет защищает права своих подопечных и помогает во всех спорных вопросах. С Зулихан Якубовной мы работаем более 17 лет. Она как не только преподаватель, коллега наш, но и член профсоюза. И как профсоюзный работник она очень хороший человек, доброжелательный, всегда может посоветовать нам, подсказать. После войны, конечно, было очень трудно. Были разрушены здания. Несмотря на это, наш коллектив очень сплоченный, дружный. Также с нами работает Асия Салмановна Магомадова, преподаватель вязания, преподаватели рисования. Но среди всех них я нашла как подружку, как коллегу, как члена профсоюза Зулихан Якубовну. С ней можно поговорить обо всем. Если надо, поможет всегда, как друг, как товарищ. Есть опыт, есть навыки, есть чем поделиться, есть что передать наставникам. Всегда придет на помощь. У Зулихан очень большой стаж работы. Это не только хороший педагог, но и очень хороший человек. О ней можно говорить и говорить. Я здесь работаю первый год, и с тех пор, как я сюда пришла, Зулихан являлась для меня наставницей. То есть я могла подойти, спросить все, что я не знаю, и всегда знала, что я найду ответ. Это такой человек, не только хороший педагог с большим стажем работы, но и как хороший человек, который поможет, даст не только такие уроки, как бы предметные или по работе, да, советы, но и жизненные уроки тоже. Мы у нее многому учимся, и мы как бы ценим ее очень, потому что это действительно педагог с большой буквы. Также вы, наверное, сегодня заметили, как ее любят дети. Я лично очень рада, что у нас в коллективе есть такой ценный такой человек, к которому мы можем обратиться всегда с таким опытом работы. Дом детского творчества – это мастерская добрых дел, место, где может найти занятия каждый ребенок. Дети здесь могут многому научиться, используя провести свободное время. Добрый дом детства стал той площадкой, которая несет в себе энергию, задор ребят и талантливых педагогов, щедро отдающих свое сердце детям. Имеет ли право директор школы проводить аттестацию на соответствие занимаемой должности учителя, если по результатам аттестации учитель не смог подтвердить первую или высшую квалификационную категорию? В отношении учителя, которому было отказано в установлении первой или высшей квалификационной категории, директор школы вправе провести аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 22 порядка проведения аттестации.
Таким случаем, в частности, относятся и случаи, когда отказано в установлении высшей квалификационной категории, но за педработником сохраняется действие первой квалификационной категории. Необходимость и сроки предоставления педработника для проведения его аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой им должности определяется работодателем самостоятельно, с учетом положений, предусмотренных пунктами 5 и 22 порядка проведения аттестации, утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 7 апреля 2014 года за номером 276. Имеет ли право требовать для себя свободный день в расписании учитель, имея нагрузку 18 часов и классное руководство? В соответствии с приказом Министерства образования и науки России от 11 мая 2016 года за номером 536 об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, при составлении расписания занятий, планов и графиков работ правилами внутреннего распорядка или коллективным договором рекомендуется предусматривать для педагогических работников свободный день с целью использования его для дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. Таким образом, учитель может требовать предоставления ему свободного или, как его еще называют, методического дня, если это предусмотрено правилами внутреннего распорядка или коллективным договором образовательной организации. Входит ли время, проведенное на курсах повышения квалификации, в стаж работы, дающий право на досрочную пенсию в связи с педагогической деятельностью? Согласно статье 187 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае направления работодателем работника для повышения квалификации с отрывом от работы, за ним сохраняется место работы и средняя заработная плата. Поэтому периоды нахождения на курсах повышения квалификации являются периодами работы с сохранением средней заработной платы, с которой работодатель производит отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и, соответственно, подлежат включению в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение. Зачем нужна новая модель аттестации? Как известно, в сфере образования для всех педагогических работников, кроме профессорского преподавательского состава, действует единый установленный на федеральном уровне порядок проведения аттестации. Однако, по мнению профсоюза, та модель аттестации педработников, включая учителей, которая сложилась на сегодняшний день, имеет ряд существенных недостатков. В их числе наличие различных по регионам процедур аттестации, а также необоснованной и нерегулируемой по объему отчетности, предоставляемой аттестуемыми лицами. И то, и другое де юре противоречит действующему федеральному порядку аттестации, но является следствием неурегулирования в нем конкретных оценочных материалов и механизмов. На сегодняшний день в Российской Федерации действует порядок аттестации от 17 апреля 2014 года под номером 276. На протяжении этих лет к этому порядку аттестации, конечно, на уровне всех субъектов Российской Федерации возникло очень много вопросов от педагогического общества, так как все-таки по ряду причин субъективных и объективных этот порядок не вполне соответствует всей категории педагогических работников, претендующих на первую высшую категорию, так как, скажем, в основном, итоги мониторинга системы образования, например, не во всех субъектах развиты, и сегодня ущемлены в этом направлении аттестации та категория педагогов, которая занимается с детьми с ограниченными возможностями. Это сурдопедагог, это тифлопедагог, это логопеды, они не могут сегодня, в основном не могут претендовать к требованиям, заявленным в этом порядке. На этом основании Министерство образования Российской Федерации внесло, сегодня проект апробации, который был предложен 19 субъектам Российской Федерации, и мы, Чеченской Республики, вошли в это число. Проведено было уже два этапа апробации. Это для учителей, для педагогов должность учитель и для студентов, выпускающихся тоже в профессии учитель. Профсоюз выступает за реальное обеспечение единого образовательного пространства через модернизацию аттестации педработников, устранение избыточной отчетности при ее проведении, переход от формализма аттестационных процедур к стимулированию профессионального роста работников через аттестацию, применение унифицированных механизмов и оценочных материалов на всей территории России. Произошло активное взаимодействие профсоюза образования, так как само министерство, федеральное,
инициировал, значит, вот это вот взаимодействие между двумя ведомствами. Сегодня мы активно провели апробацию, значит, в 2 этапах. Да, у нас наша самая сейчас главная наша задача – это выявить, значит, сегодня эту аттестацию по единым федеральным оценочным материалам. Выявить сегодня компетентность вот этих материалов, значит, не сложны ли для учителя в предметной области, не сложны ли для учителя педагога психологическое, значит, направление. И вот мы сейчас вырабатываем общее экспертное заключение, которое мы передадим это в наше министерство и так далее. Профсоюз совместно с Миноборнауки России осуществляет работу по вопросам совершенствования элементов модели аттестации педагогических работников. Сначала учителей в рамках формирования национальной системы учительского роста в соответствии с поручением президента России, а затем и с учетом нового его поручения эта работа будет распространяться на всех педработников в рамках формирования национальной системы их профессионального роста. Первый молодежный профсоюзный форум собрал на курорте Серноводск кавказских молодых работников из различных ведомств республики. Название форума «Молодежи профсоюз. Стратегия будущего» говорит само за себя. Ведь именно активное участие молодежи в развитии и укреплении профсоюзов позволит создавать реальные инструменты поддержки общества. Среди гостей общественники, представители парламента и члены правительства. Такие форумы, которые мы сейчас проводим, их нужно еще больше проводить. Это очень позитивно, это стимулирует нашу молодежь именно участие в жизни и в общественной жизни республики. И когда проводятся такие форумы, это другие берут пример с этого. Я думаю, что на этом не будем останавливаться, будем еще проводить такие форумы и в разных районах с привлечением именно нашей молодежи. От профсоюза образования в форуме приняли участие 25 молодых педагогов, большинство из которых являются членами Совета молодых педагогов Чеченской Республики. В этом молодежном форуме мы приняли самое активное участие, так как у нас в группе большинство было молодые педагоги. В качестве руководителей мы назначили молодежь, наших представителей районных профсоюзного образования и молодежи Совета профсоюзного образования. В первый же день мы составили основной план работы, также проводили разные тренинги, разные ролевые игры на тематику образования, лекции на педагогическом уклонении. И, скажем, для себя очень пользой провели эти дни. И вот в ближайшее время мы планируем провести такой форум в республиканском масштабе, и думаю, да, мы скоро проведем его. Участники форума смогли послушать лекцию представителей профсоюза образования на тему «Социально-экономические трудовые права и интересы трудящейся молодежи», а также принять участие в тренинге по личностному росту. Программа форума была достаточно обширной. За 2 дня провели лекции, тренинги, конкурсы, а также ряд спортивных мероприятий. Там были спортивные соревнования, мы активно участвовали в этих спортивных соревнованиях и заняли даже несколько призовых мест. Но не все места, к сожалению, но еще займем. Да.